Ой, я з самого ранку виїхав. Ще на Подосі. Ага. Ще провалився. Может, куропатки? Не знаю. Таким чином. Ну, а як по-іншому? Репости видео, если не сложно. Я вставил в ящике. А, понял. Окей. Тоже неплохо. Убедительно просим вас разойтись. Ну, как и в прошлый раз, убедительно. Не мешайте свободному проходу граждан. Убедительно просим вас разойтись. Правила жизни видел? Видел. Он мне писал, когда еще был на связи, типа, где ты? Я ему говорю, ну, хороший вопрос. Напоминаю, что сборы проведения Привет, Ваня. Так, репостим стрим, подписываемся. Так, народ пошел в сторону Дворца Республики. Давайте мы тоже пройдем. Не обслуживайте убийцу! Один и тот же блогер. Это морда все время там. Ну да. А, и следующий суд у меня 30-го, я сейчас прочитал. Включил, у меня пришло смс 30-го, короче, Ленинский суд на этот раз. Я скоро все суды изучу в Минске. Нормально. Да. Отрабование здравников незаконные! Живе Беларусь! Тому ми Так, разрешите пройти? любих дорожніх карт, супроть інтеграції, яка ведеться. Ми супроть, і ми сьогодні про це на повний голос кажемо. Дякую, сябри. Так, чекаємо всіх. Так. Сегодня какой-то микрофон предоставляться. Сьогодні буде, сябри, сьогодні буде. Я сподіваюся, що все буде добре. Ми зараз розберемося ситуацію, яка є тут на площі. І ми пораємося з організаторами, як працювати далі. Тому що тут вельми моцно обмежовують нас по цій площі. Але ми повинні дочекатися людей, які підходять. Звичайно, на протягу хвилин 40 люди підходять на площу. Добре? Ось, але покуль ми тут, господарство, давайте ми гукнем «Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! в соответствии с законодательством. Просьба, да. Господарство. Великая просьба. Да. Так, сябры. Ага. Великая просьба. Да. Просим вас разойтись. Сябры, есть великая просьба. Мы зараз будем чекать. Где гук? Раз, два, три. Да. Сябри, значить, зараз ми чекаємо людей, які підходять на площу. Звичайно, по великих акціях збираються порядка 40 хвилин люди. За цей час ми постараємося з вами обійтися без ніяких різких рухів, провокацій. Ми стоїмо і чекаємо, так? Ми можемо гукати, але ми нікого не затримуємо, нікому не перешкоджаємо рухатися і не слухаємо антиконституційних, значить, загадів, разъяснись и так далее. Мы, громадяне Республики Беларусь, маем право поводле Конституции избираться, мы маем право на мирный протест, и мы обязаны оборонять незалежность Республики Беларусь. Я громадяне, поводле Конституции. Что и будем зараз робить? Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Шановні сябри, я зараз зачитаю витримки з Конституції Республіки Білорусь. Артикул 1. Республіка Білорусь – унітарна, демократична, соціально-правова держава. Республіка Білорусь володає вершинством і повнотою влади на своїй території, самостійно осуществляє внутрішню і зовнішню політику. Республіка Білорусь обороняя свою незалежность и территориальную целостность, конституційний лад, забезпечує законность и правопорядок. Артикул 3. Одиной криницей державної влади и носителем суверенитету в Республиці Білорусь з'являється народ. Мы с вами. Артикул 9. Територія Республіки Білорусь
з'являється натуральною умовою існування і просторовою межою самовизначення народу, основою якого його добробиту і суверенітету Республіки Білорусь. Територія Білорусі одиная і неотчужальная. Артикул 57. Оборона Республики Беларусь – обов'язок і священний долг громадянина Республики Беларусь. І я зачитаю здесь артикул 356, пункт 2 Кримінального кодексу Республики Беларусь «Зрада державі». Зрада державі здійснює службовою особою, яка займає відказну посаду, чи на яку розповсюджується статус воєннослужачого, карається позбавленням волі на термін від 10 до 20 років со штрафом або без штрафа. Для чого я це зараз сказав? З 12 красовика 1995 года, коли были сбиты депутаты оппозиции в Верховном Совете и введены в Верховный Совет войски, у нас нема легитимного президента. С 1996 года, когда простянулся здійснення конституційного переворота, у нас нема легитимного парламенту. Відповідно, уряд, який призначається нелегитимним президентом і нелегитимним парламентом затверджується, так само не з'являється легитимним. Тому однією криницею з'являється білоруський народ. Ми з вами зараз обороняємо незалежність країни, виконуємо свій конституційний обов'язок. Ми дійничаємо згідно Конституції, яка вище за всі несанкціоновані акції. Це оборона нашої країни. Живи Білорусь! Незалежность! 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 Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Ніяких союзів з імперською Росією! 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 Так, дорогі сябри, я зараз попрошу зробити трошки ширейше коло і трошки підвести в бок горизонту і Белтелекома. Ми чекаємо людей, які ще підходять. Поки що ми не будемо починати мітингу. У нас у 18:30 переход на місце проведення мітингу. І є вельми велика просьба до тих людей, які готові допомогти з організацією ахови і безпеки. Коли ласка, зверніться увагу, подивіться до мене, хто готовий з молодих, пожадано здорових таких хлопців, прийняти уділ в цій групі. У нас є біля 15 чоловік на місці. Просьба зараз підвести і долучитися. А кроме того, и ты здесь. Тоже залег на дно, да? Все, кто залегает на дно, потом вовремя всплывает. Я на канале Беларусь 12 сегодня, Есть люди, которые готовы предоставить свою ночевку удельникам з регионов, то коли ласка, подходите так само до мяне, представник консервативно-християнской партии, проведе запис і удокладнення. Коли хтось потребує ночлегу сьогодні на завтра, то коли ласка, підходьте. Просьба хлопців, які у нас готові удільничати у дружині, звернутися до Віталя. Ви бачите Віталя. Зверніться, коли ласка, він розміркує вас по двох групах і розкаже, що робити. Ті, хто у нас займається безпекою, обозначені ось такими стужечками. Господарство, зверните увагу, у кого ось така коротка червоно-біла стужечка, це група безпеки. Коли ласка, просьба виконувати рекомендації цих людей для безпеки і порядку. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Давайте проведемо невеличку перекличку, як ми це звичайно робили 7-го і 8-го. Ці є тут люди з Барановича. Ці є люди з Пінську.
Ці ёсць людзі з Віцебску? Да! О, Віцебск мацней. Ці ёсць Берасце? Есть. Ці ёсць Могилёв? Гомель? Есть. Молодечно. Есть. Городня? Есть. Менск? Дякую вялікі ўсім, менчукі пакуль што ў большасці. Сябры, я хочу вам паведаміць, што да пачатку гэтай акцыі затрымана некалькі нашых сябраў. І зараз я прапаную запатрабаваць свабоды для ўсіх тых людзей, якія знаходзяцца альбо на акрэсце, альбо затрыманыя, знятыя з цягнікоў. Такім чынам, Урбановичу свободу! Григенчи свободу! Винярскому свободу! Афнагилу свободу! Веремеенку свободу! Саранчукову свободу! Козлову свободу! 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 Так. Да, скажите. Живи, Беларусь! Живе! Ну, конечно, вы все ведаете, что у нас не только ГБшный режим, а лишь полицейская держава. Весь час идут новины, в Гродно отбылись суды. Еремеенку 30 базовых величин, Саранчукову 25, они на воле. Слава героям! Так, дорогие сябры, прошу вас зрабіць трошечки ширэйшае кола, можна прадстаўнікам прэсы таксама попросіць трошки ширэйшае кола, каб было бачна, наколькі нас шмат. Паўтару яшчэ раз, мы не перашкаджаем бацькам, дзецям святкаваць, што яны лічаць патрэбным. Але мы людзі, якім баліць факт здрадніцкіх і таемных перамоваў на цэнтральнай плошчы Менску. У дзень гэтых перамоваў мы збіраемся выказаць свой пратэст. Робім гэта мірна, але рашуча. Тому что мы хочем, как жила Беларусь. Живи, Беларусь! Живе! Живи, Беларусь! Живе! Живи, Беларусь! Живе! Звяртаюся да супрацоўнікаў сілавых структураў. Сябры, мы выступаем за тое, каб вас не посылали воевать на Донбасс, у Сирию, Ливию и хоть якія іншыя часткі планеты, гинуть за чужие интересы. Мы, дорогие сябры, выступаем за то, как вы и ваши дети могли служить у мирной краине, у Республицы Беларусь. Вы зацікаўленыя ў тым, как Беларусь заставалася незалежнай. Больш таго, вы прымалі прысягу. У мяне просьба да ўсіх сілавікоў. Калі будуць загады хапаць альбо разганяць удзельнікаў гэтай акцыі, не выконваць незаконныя, антызаконныя, антыканстытуцыйныя загады. Вы люди, якія маеце права выбору. І незалежная держава і лёс ваших детей и ваш асабісты важней, чым загады начальства. Не устраивайте, не робите провокацияў, не ладьте ніяких скандалов и конфликтов. Мы люди мирные, але рашучие. И мы кажем просто и ясно: ніяких союзов с имперской Россией! Ніяких союзов с имперской Россией! Ніяких союзов с имперской Россией! Так, вот, мы смотрим сзади, тут развернули плакаты против интеграции. Но тут все занято, сейчас пресса набилась, не видно даже, что там примерно. Просьба Дмитра Марчука подойти до охрана нам таки союз, да. Так само сам подписан. Великая просьба, так само Ахове, группе Периметру. Там вот дальше тоже стоят еще люди, у них тоже какие-то плакаты. Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи! Живи, Беларусь! Живи! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Вот, кто-то поднял флаг Минска. Просим Дмитра Марчука подойти до мегафона, до нашей колонки. Просим тих сяброў, якія у нас у группе спеваў, так само подойти до мегафона и до колонки. И сябры, закликаем Менчуков перапосціць у сетках так само 21-го 14 гадзін.
Чакаю вас завтра так само. Сябро, ще раз нагадую вам, тих, хто приїхав з регіону, має потребу до ночлега. Коли ласка, підходьте сюди, звертайтеся до господара Олеся. Ті, хто можуть дати ночлег тим, хто з регіону приїхав, коли ласка, так само підійдіть. 8-го ми 10 чоловікам допомогли таким чином. Так що, сябри, ті, хто з Менску, є вільні місця, є можливість прийняти людей, просимо вас допомогти. Сябри, зараз я трошки скажу про те, що буде пізніше. Ми повинні будемо у районі 18:30-18:40 перейти на місце проведення мітингу. Поки що у нас збор на це місце. Ми збираємося і чекаємо людей. Ми просимо усіх, хто бачить, плануємо сьогодні провести мітинг з урочистими співами наших національних гімнів. Ми плануємо зачитати з ворот керівниці Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли. Ми плануємо послухати депутатів незалежності, які забезпечили для Білорусі незалежність. Ми плануємо послухати лідерів партій і рухів, а так само зладити певні хто вокруг і ще не вирішили долучитися. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Давайте зробимо ще невеличку перекличку. Сябри, коли ласка, скажіть, хто удільничав у акціях 7-8? Подивіться руки. Дякую, нас шмат. А хто прийшов без акції 7-8? Хто не удільничав, є такі? Подивіться руки. Є і такі, хто на сутках зустріли колись Круткін. Я зрозумів, тут і ти, і інші сябри. Дорогі сябри, вельми просимо вас не подаватися ні на які провокації. Коли раптом щось підозріле убачили, шукайте чоловіка з вечором білою стужечкою, це група порядку. І велика просьба, допомагайте без провокацій улагодити усі конфлікти. Нам не треба конфліктів, але нам треба ясно і моцно сказати. Незалежність! 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 Нас робиться все більше і більше, сябри. 7-го і 8-го до нас підходили літерально перших хвилинів 40 і може бути навіть 50. Тому ми зараз просто поки що збираємося, обозначаємо місце сходу. Це поки ще не мітинг, сябри, але це вже акція. І поки це вже акція, давайте-ка обозначимо, що нас чекає напереді. Ми з вами віримо, скажіть, так чи ні? Так. Ми можемо? Переможем! Верим! Можем! 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 Переможем! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Білорусь передусім! Шановні сябри, не більше 10 хвилин. А что, нормально добрался? А думали, что тебе за... Ну я-то не прошу вот тих людей, якраз передо мной стоять. Зробіть так, аби простора не серьезно? А что взломали? 5-6 перед микрофоном. Коли вас станьте к протоколу, От моего имени или с моего как аккаунта? журналисты спокойно могли вести стримы. А почему тогда ты думаешь, что взломали? Была больше просторы для тих людей, які коля написано, что а что писали? сбили, и ты просишь 1000 рублев. Ну и подумали, может, сломали. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Беларусь передусім! Беларусь передусім! Беларусь передусім! Беларусь передусім! Незалежність! Незалежність! Ніяких союзів з імперською Росією! Ніяких союзів з імперською Росією! Ніяких союзів з імперською Росією! Ніяких союзів з імперською Росією!
Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Добре, кажите, коли ласка, так ці ні. Нам потрібний тут Путін. Ні. Нам потрібний Медведєв. Ні. Лукашенко. Ні. Єрмошина. Ні. Кремль. Ні. Союз. Ні. Імперія. Ні. Білорусь. Да. Білорусь. Да. Беларусь. Да. Живе Беларусь. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дубровских Александр. Привет. Ну, из этого самого. Я уже только что, подожди, я только что это самое, Радио Свободу дал. Тільки в серці тривожним почую за країну любимую жах. Вспомню острую браму святую и вояков на грозных конях. Белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко гремят старой политовской погони. Не разбить, не спынить, не стрематься, продали и отдали полон. Что забыли тебе, отреклись, продали и отдали полон. Бейте в сердце и рубите мечами, не давайте чужинцами быть, хай почують, як серця ночами, а в родине любимой болит. Хай почують, як серця ночами, а в родимой сторонці болит. Все лятуть тыя коні, сребной зброї далеко гремять, стороной литовской погони. Не разбить, не спынить, не стремать, стороной литовской погони. Не разбить, не спынить, не стремать. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Назад, отвести-то было простора. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Беларусь! Перенесим! Беларусь! Перенесим! Беларусь! Перенесим! Ніяких союзов с имперской Россией! Ніяких союзов с имперской Россией! Ніяких союзов с имперской Россией! Не за лежность! Не за лежность! Не за лежность! Не за лежность! Живе Беларусь! 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 Вот мы видим флаги не только бело-червоно-белые, не только флаги партий, но также и флаги городов с гербами.
Солигорск, Барановичи, Городня, Мозырь, Вітаємо білоруські городи! Минск, Несвиж. Вітаємо Солигорск! Вітаємо Барановичі! Слава славного городу Барановичі! Так, хто у нас там ще є? Подивіться, не бачу. Вітаємо славний білоруський город Гомель! Слава Гомелю! А кто еще с наших прозвался? Войнич писал, что его не пустили. Василь тут есть. Василий есть, а еще что? Еще будет один человек, який, Кто еще должен? скажем так, кое-что принесе. Вітаємо славний город Несвиж! Слава Несвижу! Вітаємо славную Городню! Слава белорусскому городу Городне! Вітаємо город химиков! Вітаємо белорусский город Светлогорск! Кто там еще поднимается? Вітаємо славный белорусский город Речица! Слава Речице! Кто там еще у нас? Вітаємо славный белорусский город на березине Борисов! Слава Борисову! Батей чемпион! Вітаємо славный белорусский город Мозырь! Слава Мозырю! Вітаємо славный город Новополоцк! Слава белорусскому городу Новополоцку! Вітаємо славный белорусский город Пинск! Слава Пинску! Вітаємо славный белорусский город Логойск! Слава Логойску! Вітаємо славный белорусский город Жлобин! Да, мы также знаем, что сегодня в Пинске также должен проходить такой же митинг. Кто в курсе, пишите в чате. Нашей батьковщины! Слава Минску! Живе Беларусь! Живе! Сябры, тут зараз ёсць гербы гарадоў з усёй Беларусі! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Так, сябры, становимся трошечки ширей. Трошечки ширей, увага. Зараз мы будем переходить на место митингу, там и трошечки ширей. Трошечки ширей, будь ласка. Простору перед микрофоном. Хотя бы метров 10. Возьмите стяги. Да мы бачили, что отбывается. По поводу Пинска. Не в курсе сегодня, что в Пинске должен быть тоже митинг. Ну, вроде там говорил вас, что будет что-то. Нет, я знаю, что будет и где, и когда. Но я говорю, в реальный момент сейчас. Что Я без понятия, тексты спевов. Раздаются тексты наших головных национальных гимнов. Погоня. Мы выйдем с щільними рядами. Могутный Боже. Земли воли. Кто уже отрымал такие листы? Коли ласка, поднимите руки. Кто готовый спевать? Привет еще. Есть. Есть те, кто не отрымал, поднимите руки. Кто еще потребует? Есть такие. Зараз постараемся вам передать. Не знаешь, вышли. Сябры, Я слышал, что нам потребно не Залежность! Незалежность! Сябры, Однолькове. Сябры, коли ласка, зараз мы раздаем тем, у кого нема текстов, спевов, раздаем гэтыя тексты. Гаспадар Владимир Юхо, ветеран белорусского демократичного руху, так само проспевая один из наших национальных гимнов. Живе Беларусь! Живе! будут спевать, по-моему, да. да? Это обычное дело, я просто про эти спевы ничего не знаю.
Сейчас все сказали, Я кому обычно надо. караоке пою. Раздают сейчас листки. Или дома, я, кстати, там пел сейчас про этого. Вот все сказали, Штруделя. Песни кто не белорусских знает, вот партизан. раздают листки с гимнами. О, шаром заканутым мглою, шерым зроком на золку заров. Ах, вяруем тебе мы с собою, кожний день, кожний час, Беларусь. Ах, вяруем тебе мы с собою, кожний день, кожний час, Беларусь. И нема в сердце жаль страх, мы отвагою наской заявим. Не Москва большевики, не ляки, только ты на свете зари. Не Москва большевики, не ляки, только ты на свете зари. И я верую на разгоры, не знал над краиною день, не загинет. Змагар не скорится, у него и ніколи де. Бо не стане змагар не скорится, у него и ніколи де. Шарито им над головами тає, ветер дихає мятой пылёт. Беларусь, Беларусь золотая, за тебе мы идем. Беларусь, слава, слава Беларуси, героям слава, слава Беларуси, героям слава. Дорогие собраты, зараз мы с вами идем на место проведения митингу. Покольки тут улади организовали дитячую ялинку, шмат вылили. Вот, видим, всяк ворше. Есть у тебя где в Минске остановиться? Что? В Минске остановиться есть где у тебя? Ну, я ж не живу здесь. Не живешь, есть место. Нет, откуда, если я... Все, Это не ко мне вопрос. Еще человек. Можем на ночь остаться. Тебе же завтра надо здесь быть? Да, завтра. Давай переночуем вместе. Хорошо. Ну, я буду вести трансляцию, так что это после. После этого, как мы там Понятно. Итак, идем. Веры можем, вера можем, веры можем, вера можем, веры можем, вера можем. Вот он, главный виновник того, что мы сейчас здесь стоим. Человек, который сдает страну. Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Галушайся! 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 Беларусь! Вот, смотрите. Я вас сегодня з Міцер шукала, розумієте? Где Статкевич? Будет сегодня Статкевич? Ось він там, я вже брала у нього Вот там есть Статкевич, отлично. Вот, вы слышали, Николай Статкевич в этот раз тоже здесь. У мене в Там. Фейсбуці стоїть пост, я шукаю шерифа, але я його знайшла. Так що все, Позвольте пройти, есть такое у вас? Считаем. у вас все добре, питаються. Конечно, но я ж тут стою. Я бачу. Я же говорю, я уже сказал Свободе там или Белсату, что для того, чтобы сюда попасть, надо исчезнуть сначала, иначе ты сюда не попадешь. Ой, зрозуміли, я буду... А вот Женя Афнагель с Максимом Винярским будут встречать Новый год в ВВС. 2-го, да, Так, их забрали, все если слышали, не да. скоро, весною розпочали. Ось ви ще випустик, я його болі не шукаю, тому що я тут їм позначки, і мені Ты кажи, что Беларусь!
Так, часть колонны прошла вперед, остальная пока остается. Вон мы видим, там даже с красным флагом советским вон кто-то идет. Кто-то несет советский флаг. Тот, который в 12:00 не пришел сегодня. Да, сегодня анонсировали контракцию ватники, но, насколько я знаю, ни один туда не пришел. В это время было пусто. Вот это показатель того, сколько людей за интеграцию в нашей стране. Ровно 0. Даже сами организаторы не пришли, при том, что никто их не пытался паковать или запутать. Тут как бы понятно, тут людей реально вылавливали. Если бы я не выключил телефон и не залег глубоко на дно, то я бы здесь точно не был. Потому что говорят, я сейчас послушал с людьми, сейчас поговорил, тут говорят, что серьезные проблемы были, там какие-то сообщения рассылали там. БТ. Да, БТ. Который делал про Павла ролик. Вчера вообще поражал конкретно. Столько подмена понятий, что просто жесть. Живе Беларусь! 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 Вера, можем, верим, можем, вера, можем, верим, можем, вера, можем. Долучайся, 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 долучайся. Да, всем убрал. Верить можем, вера можем, верить можем, вера можем, верить можем, вера можем, верить можем, вера можем, верить можем, вера можем. Живе! Живе! Живе!
Макдональдс спонсор революции. Слушай, а если сказать, что во Дворце независимости Чернилов могла не ставить. Серьезно? Ну да, самое качественное. Да, всем привет, кто смотрит. Сейчас идет трансляция обещанного митинга и шествия 20 декабря. Посмотрите на то, какая огромная толпа народа вот там идет. На той стороне перед входом. Здесь значительно больше людей. А там не видно все равно. За 3 шага там же картинка плохая. Сейчас ночь и очень плохая картинка. Там не видно ничего все равно, бессмысленно. Дальше, чем вот здесь, ничего не видно. Да не в этом дело, я тебе говорю, дальше не различить ничего. А, ну хорошо. Это бессмысленно видно. Для этого надо стать и посмотреть, как идет колонна. Вот, посмотрите. Что у тебя? У меня полностью. Меня только Вот, мы видим, толпа, все идет. Присоединяйтесь, все, кто недалеко. Сейчас толпа идет на площадь Свободы. Толпа действительно огромная. Я не знаю, насколько видно вам. Она полностью еще не вышла с площади Независимости. Заполнено все. Там заполнено вот абсолютно все перед переходом. Ты где? Мы думали, тебя задержали. Если бы ты знал, где я бы здесь сейчас не был. Ты знаешь, что в ВК писали твои... Мне уже кто-то сказал, но не с моего аккаунта говорят, а какой-то просто дебил писал. Да, она еще даже вон там не заканчивается, еще все забито полностью. Тут тысячи людей. Ну, да, улучшайтесь, как говорится, нужно вот этим 104 человек, что получились. Да. Вот выйдет 50 тысяч человек, вот тогда Лу реально заставим, вот, чтобы вышло союзное государство. Около 50. 50 тысяч. Вот если столько народа выйдет, тогда Лу будет прислушиваться там по политике. Да, сейчас я вижу побольше людей. И Костусева я видел тут даже. Ну да. Не Лебедько вот пошел сейчас. Говорят, Статкевич там где-то был. Зачем нам я его не видел. если так есть ЕАЭС? Зачем? Нам это не надо. Вот идет человек с красно-зеленым флагом. Хочу спросить, кто он. Здравствуйте, можно несколько вопросов? Вот вы с красно-зеленым флагом. Вы представляете какую организацию? Почему именно с таким флагом? Я не представляю, я вольный человек. Вы просто решили выйти. А почему с красно-зеленым флагом? С красно-зеленого лишь не доглядели, конечно. Я перевернут. Что? Я перевернут. Все. То есть тут смысл в том, что перевернутый флаг. Да? То есть болотом вниз, да. А закатом вниз, а болотом вверх. Понятно. Вот человек пояснил, что тут флаг перевернут, и вся ирония как раз в том, что он задом наперед. То есть он закатом красной частью вниз, а болотом вверх.
Здравствуй, Николай. Да, вот Николай Масловский. Уже всех практически, кто добрался, тут встретили. Там Мосгон идет. Мосгон идет. Страна для жизни там, я видел, есть. Не всех, короче, взяли. В принципе, тот, кто объявлял об акции, тех и задержали. Так что лучше шифроваться. Северинца отпустили. Ну, я имею в виду активистов, всех остальных. Дали, обычных так сказать, людей не трогают, в принципе, как это обычно бывает. То есть, сутки в кредит северинцу дали. Кому дали? Сутки в кредит северинцу дали. Дали 15 суток, а потом отпустили. Ясно. Отсрочка платежа. Да, видел там. Ты сначала иди там за меня, типа, незалежность. Походи, а то ж никто не выйдет, а потом мы тебя посадим за это. Я понял. Да. Да. Смотрите, толпа до сих пор еще не закончилась. Там еще стоят на площади люди, идут, вот несут самые разные флаги. Кто-то несет вот флаг какой-то. Сейчас надо спросить, что это значит. Здравствуйте, скажите, а можете пояснить суть плаката вашего? Почему именно так? Ой, я хочу, как Кучей уже Трампа импичнули. Да? Вот, человек сказал, что он за импичмент Трампа. Я тоже. Круто. Потому что, Я понимаю. Ну тут... Вот, народ все еще идет. А теперь сравните с акцией в поддержку союзного государства, на которую не вышло ни одного человека, при том, что никого не прессовали, никого не арестовывали, ничего не пытались сделать против. Привитание. Знайшовся? Да. А я не пропадал никуда. А меня... что про тебя тут написано? Ну не знаю, я же был просто... Я был вне доступа. Я просто отключился, ушел на дно. Живи вечно. Живи. Я думал, ты пропал. Что там как? Я отключил телефон и ушел на дно, и все. Поэтому я сюда пришел. Меня со твоего аккаунта, не своего аккаунта, а с аккаунтом Дмитрия Козлов просили, чтобы я перевел деньги на твой телефон. Точно? Да. Ну, то есть, я понял, что тебя, скорее всего, или... Ну, ты же знаешь, что мы же с тобой в друзьях. Какой-то левый аккаунт должен быть. Нет, тогда там левый был. Ну, я просто, под именем Дмитрий Козлов. Понятно. Это менты, они же хотели, я так понимаю, меня так найти. Чтобы, типа, я, может, всплыл с дна. Или чтобы кто-то сказал, кто знает, где я. Ну, ясно. Вот, так что это такие просто штуки, видишь, они меня искали и не нашли. А я за городом отдыхал спокойно. Я говорю, что хотите уйти на дно... Что? Трансляция идет. Трансляция сейчас идет, да. Ну ясно. Ладно, короче, я Давай. пошел за... Вот, большая часть перешла людей, там уже, я думаю, большинство, наверное, просто, может, прохожие. Вот, поэтому пойдем по-тихому. Ну, во-первых, зачем-то эти декреты? У людей так работы нету, то есть уже до сих пор не... Вот здесь какой-то канал. Отпуск были запрещены, их до сих пор нет. РБК. Ну, побольше, чем в прошлый раз. Да, 1000, здесь пару тысяч точно. Спасибо. Ну и считаю еще, что россиянам тоже нужно объединяться против союзного государства и против Путина. Ну, России союзное государство, мне кажется. А зачем России? Есть, что нет. А зачем россиянам союзное государство? То есть только в этом смысле. Нет, для чего? Так, мы оторвались, необходимо идти вперед. Вся колонна прошла вперед, вот там. Мы уже где-то в хвосте. Пойдем догонять митинг. Колонна длинная. Присоединяйтесь, не забывайте репостить. Поддерживайте политических блогеров, потому что попасть сюда сегодня было по-настоящему непросто. Вот некоторые мне сейчас говорят постоянно, ты там куда-то пропал, с твоего аккаунта что-то писали, там как какие-то, короче, забабоны там ментовские. Все это фигня. Меня просто пытались найти, а раз не нашли, значит хорошо спрятался. Так что конспирируйтесь. Страна для жизни не доехала. Нет, он здесь же был в самом начале, в центре, вот здесь Северинца стримил. И там стримит. Я слышал, мне уже на площади кто-то сказал про какой-то планшет. Слушай, я тебе скажу сразу, у меня нет планшета. А у меня нет планшета. Я тебе потом покажу. Это ментовский трюк. Хорошо, покажешь потом. Потом, только потом тихари стоят, группа тихарей. Ну, они все как один. Да. Вот тут. Перегородили все. Ёпрст. Дают ходить. Так, что тут у нас?
писать белорусскую, то у нас по Конституции Пойдем в голову колонны. Так, догоняем голову колонны по тему. Здравствуйте, у вас красно-зеленый флаг, а почему красно-зеленый? Ну, я учусь на гістарычным факультеце ПДУ, і у силу свайго ўзросту я нарадзілася уже, па-першае, пад гэтым сцягам, па-другое, я лічу, што ён для нас такі ж важны, як і ПЧБ, таму што гэта частка развіцця Беларусі як незалежнай дзяржавы, і я прыйшла з ім, таму што хочу паказаць яднанне нашай гісторыі, тое, як мы ішлі да незалежнасці, і што тут не толькі тыя людзі, якія падтрымліваюць чырвона-белы, але і чырвона-зялёны. Добре, дякую. Ось так бывает. Смотрите, когда крыльцо КГБ поднялось множество людей, там, я думаю, журналисты, не только тихорядни. Так, давайте-ка придем на край и попробуем немножко догнать колонну. Это здание КГБ Беларуси, главное. Обитель зла. Во времена Сталина здесь было НКВД Беларуси. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Так, уже слышал из Павла Северинца в рупор. Мы приближаемся к главе колонны. Так. Я думаю, по ходу шествия колонна будет еще увеличиваться, и людей там соберется не 1000.
Народ кричит: никаких союзов с имперской Россией. Здравствуйте. Спасибо вам, что поддерживаете. Привет всем, кто в чате. Живе! Живе! Привет всем, кто в чате. Слава Украине! Живе Беларусь! Мы идем шествием на площадь Независимости. Вот, уже подходим к голове колонны. Привет всем, много народа. Кто-то писал, что 5000 уже есть. Вас, как в Пинске, как ваша акция там? Свободу! 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 Да, надо поддержать политзаключенных, поскольку вот люди попали. Точно так же мог оказаться и я, если бы не смог вовремя законспирироваться. Какое у нас классное эхо. Давайте подготовим свои обороны, не шкодуйте их. И зробим с вами вельми моцные и вельми дружные гек. Живе Беларусь! 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 Живе Беларусь!
Беларусь! Живе 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 Беларусь! Живе! 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 Беларусь! 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 Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Давайте вспомним, что казал про Урат наш национальный герой Костусь Калиновский. И он казал, что не народ для Урада, а Урад для народа. Давайте скажем гучно и разом. Урад для народа! Урад для народа! Урад для народа! Урад для народа! Інший знакомитий виключ Пароль Калиновского. Кого любишь? Беларусь! Кого любишь? Беларусь! Кого любишь? Беларусь! То взаимно. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Так, вот мы сейчас в голове колонны. Не залежь нас! 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 Верим! Можем! Верим! Можем! Верим! Можем! Верим! Можем! Верим! Можем! Верим! Можем! Вот, часть уже там находится. Это даже еще не голова колонны, еще вот там есть люди, которые пришли уже раньше там. Там играет музыка. Посмотрим, что тут происходит. Тоже количество людей собралось немалое. Я думаю, сейчас, когда придет толпа, то все здесь заполнится людьми. Так, Леня, а где Круткин? В чате тут спрашивают, где Олесь Круткин, где наш поэт? Павел, как стало известно, под предположением сегодня приезжает Ольга Николаевич, она просила, чтобы он ее встретил. Понятно. Ага. Круткина не видно. Так, вот здесь люди с плакатом. Это сообщение от Бориса Аникеева. Понятно. Вот, остальная часть приближается, идет сюда сейчас. Живе! 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 Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь!
Лучшайся, да, лучшайся. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Живе! Где-то палатку сидели. За городом далеко, чтобы никто не нашел. Ну правильно. Иначе бы нашли, я не был здесь. Искали, говорят, серьезно. Ага. Ну не знаю. Я уточнил, сейчас люди говорят, что не взломали, а с каких-то подставных аккаунтов. Ага. А ну я потом почитаю, я пока сейчас не в курсе, еще не смотрел ничего. Извиняюсь немножко. Задел телефон. Сейчас выровняю. Так. Секундочку. Ага. Вот. Тут какая-то сцена. Возле костела здесь вон что-то стоит, какая-то выставка. Вот. Толпа достаточно немалая. Живе! Вот там наверху журналисты. Вот мы видим наверху тут поднялся Николай Масловский наверх. Блогер Николай Масловский. Вот, привет. Страна для жизни. Ты прям со светом. Ну, всем привет. Темно, потому что на всякий случай взял. Вот, все тут поднимаются наверх к костелу. Тоже надо подойти, чтобы осмотреть, и лучше видно было толпу. Вот, толпа заполняет площадь Независимости. Понимаете, в чем дело? Тут так совпало, что на площади Октябрьской проходят утренники детские. Поэтому тут мы решили больше на шествие сделать акцент. Ой, извиняюсь. Вот, сейчас пошли дальше. Колонна собралась, и люди пошли дальше. Живе! Ну что, кто тут напишет в чате, что тут собралось 100 человек снова? Я думаю, что гораздо больше здесь народа. Вот, пригнали сюда машину для глушения, смотрите. Вот такая белая херня, в которой поют какую-то попсу, чтобы заглушать звуки, то, что здесь будет у нас на митинге говорить.
Вот, мы прямо сейчас идем шествием. Вот блогер Николай Масловский здесь с нами. Вот портрет Захаренко, Юрия Захаренко. Видео, да? Да. Ну, что могу сказать? Дело в том, что с этого все и началось, по сути, с обмана белорусского народа. Когда выборы были фальсифицированы, к власти пришел вор, в стране как мы нищета. видим, да, с интервью Deutsche Welle еще и убийца. И убийца, да. По сути, это убийца. Убийца. Он хуже Гитлера. Геноцид белорусского народа. Республика не развивается, она остается даже не на месте, а возвращается семимильными шагами, скажем так, движется вперед, но возвращается в то же время назад. Так больше жить нельзя. Мы-то с вами как-то проживем, но наши дети не должны платить за кредиты, которые мы не брали. И, по сути, ледовые дворцы нам не нужны. Нам не нужна вот эта вот брусчатка, нам надо просто нормально, спокойно жить и кормить своих детей. Что, пойдем к голове колонны? Я не знаю, что я тебе говорю. Нормально. Честно, я все правду, все правду рассказал. Ехал даже бахнул, блин, с горы. Машину бросил, блин. Вот мы видим вместе с БЧБ флагами и с флагами городов рейд перевернутый закат над болотом. Так, колонна остановилась. Мы находимся сейчас вот перед Домом правительства. Тут, кстати, 9 лет назад, 19 декабря, здесь была площадь знаменитая 2010 года против фальсификации выборов. Вчера была годовщина, 9 лет. Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Так, народ собирается, разворачивается сюда, к площади. Вот, северинец поднимается наверх. Может быть, метров 10 перед нашей импровизованной трибуною. Коли ласка, дорогі сябрика, просто було чутно і бачно всім. Люди ще підходять і підходять. Давайте гукнем, як до нас долучалися. Долучайся! 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 Просим лідерів партії руху підходити до мікрофона. І поки ми чекаємо людей, які ще на тим краю площі, скажемо про наших колегів, які отримали по 15 суток. Євгену Оснагілю! Свободу! Максу Вінярському! Свободу! Денису Урбановичу! Свободу! 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 Свободу!
Дорогие сябры, просим депутатов незалежности, выступавцев, группу спевов подходить сюда и постараться мы допоможем узести на эту импровизованную трибуну. Покуль люди подходят и покуль наши выступавцы подходят, давайте вызволим наши долони и зробим так. Незалежность! 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 Живе Беларусь! 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 Дорогие собраты, тут уже несколько тысяч человек, людей больше, чем было на Костричницкой площади. И все те, кто зараз бачать нас про стріми, все те, хто нас чують, треба, щоб вони долучилися. Долучайся! 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 Я ще раз повторяю, сябри, виступавців, депутатів незалежності і групу співів. Просим сюди, просим на наш імпровізований постамент, на нашу трибуну. Коли ласка, подходьте. Ну а мы пока что коротко и ясно скажем, для чего мы собрались. Никаких союзов с имперской Россией! 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 Союз с Россией, война и Галиша! Не войне! Не Галиши! Не России! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Беларусь передусім! Беларусь передусім! Беларусь передусім! Беларусь передусім! Незалежность! Незалежность! Шановні сябри, ми починаємо, коли ласка, білоруський політик, який перший закликав білорусів до супротива ганебним, заключению ганебных домовов, заключению всяких союзов с имперской Россией. Один из лидеров белорусской христианской демократии Павел Сиринец. Дорогие сябры, перед тем, як мы почнем наш митинг, послухаем кіраўніцу нашей державы ў выгнанні, послухаем депутатов незалежности, лидеров политичных партий. Давайте мы разом помолимся простой молитвой до Господа Бога, який створил эту Украину и эту землю. Молитва «Отче наш» на площади Незалежности. Отче наш, который есть у небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши,
як і ми відпускаємо винуватим нашим. І не уводь нас від спокусу, але збав нас від лукавого. Бо Твое владарство и моц, и слава навеки. Аминь. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Сябры, зворот старшині Рады Белорусской Народной Республики Івонки Сурвілы та удельников митингу 20 снежня 2019 года. Дорогие суродичи, дорогие земляки и белорусы, пройшло больше за 100 годов с того моменту, когда Беларусь заявила всему свету про свое жадание быть незалежной державой. У всех этих 100 годов мы ведем борьбу супроть шовинизма, империализма и тирании, которые приходят до нас с усходу. Тысячи людей пролили свою кровь и охвяровали своими житцами за то, как Беларусь стала незалежной державой. Мы не имеем права отдать ворогам то, куда-то ты пропал. Тебя там спрашивали в чате, где поэт, давайте стихи там прочитать какие-то. Сьогодні буде виступ, але на російській мові, бо повинна, якби, путінізм – це проблема всієї постсоветської простори, всієї Центральної Європи, Сходньої, Середньої Азії. Плохо слышно из-за звука, потом поговорим. Демократичної Європи. Бо за нами правда, за нами сила, за нами справедливость и дух наших славных предков, наш белорусский вольный дух. Будьмо разом, и мы переможем. Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дорогі сябри, а зараз слово тим людям, які у гэтым самым будинку, у будинку Верховного Совета приймали незалежність і домагалися незалежності. Слово чоловіку, який виводив десятки тисяч робочих на гэту площу початку 90-х. Депутат незалежності Сергій Антончик. Добрый вечер, дорогие сябры. Колись на гэтым будынку была наша погоня и висел, лунал наш белый, червоно-белый стяг. Колись мы разом с вами узнавили нашу краину, за якую змагались сотни поколений белорусов. И сегодня над нашей краиной нависла смертная погроза. Беларусь – это краина для белорусов, для всех тых белорусов, якія столькі гадоў чакали свой дом, якія мы разом с вами будовали. Так ці можем мы отдать свой дом чужинцам? Ці можем мы допустить, как сюды и на наших пляцах играла мурка, на наших пляцах пьяные русские бандиты гвалтили наших жанчын? Ці можем мы этого допустить? Нет! Я уже не молодой человек. Я не думал, что через 25 годов снова повстане питание про нашу краину, про нашу незалежность. Але все повинны ведать, что сегодня тут авангард, але завтра тут будет целое войско. И весь народ поднимется за нашу краину, потому что это конституционный обов'язок кожного чоловіка. Сьогодні тут стоять шмат міліціянтів, шмат перапранутих людей. Але ж і їх це так само Білорусь. І їхні дітки ходять у наші школи, і їхні діти ходять у наші садки. І ми ходимо разом з ними. Я хотів би нагадати їм, що відбувалося у інших країнах, які будували і які змагалися за свою країну. Виходили мільйони людей, і тоді ви, які зараз ховаєтесь за свої
приказы, ганебные приказы, будьте с нами. И вы будете тут выступать и казать, что вас заставляли это робить. Так памятайте, что это часы обовязково хутка надойдуць. А апошняе, что я хочу сказать, калісьці мы закладывали у подмурок нашей незалежности добрую белорусскую конституцию. Мы вот и подмурок зрабілі накірунак у бок Европы. Мы зрабілі дастаткова добрае законодаўства. И мы повинны уже за 25 годов расквітнець як краіна. Але знайшоўся человек, які привёў сюды ганебны, калечны русский свет. И гэты русский свет, гэта оккупация, якая працягваецца уже амаль 25 годов. Мы гэта повинны припыніць. Так давайте отчувать себе господарями на своей земле. Мы господари, мы повинны поводить себя годно, емко, мы повинны разуметь, что мы тут господари, а яны наши слуги. И дай Бог, нас приходят часы нашей свободы и нашей перемоги. Хай живе наша країна, живе Беларусь, живе наш рух. Дорогие сябры, Беларусь, живе! 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 Беларусь. Дорогие сябры, а зараз слово человеку, який поруч з Зіноним Позняком узначальваў оппозицию Белорусского народного фронту у Верховном Совете, які одним з перших распрацоўваў і адстойваў законы незалежной Беларуси, навуковец, полиглот, громадский деяч и политик, депутат незалежности Левон Баршевский. Вітаю площу свободных людей. В этом будинку мы принимали Конституцию. Сегодня некоторые забывают читать эту Конституцию. В Конституции Беларуси нема ни слова про союзную державу. Заключение домов с таким текстом есть антиконституционным актом. Мало того, такой формулировки нема в Конституции Российской Федерации. Заключение за спинами людей, за углом домовы 1999 года еще отрымая свою правную оценку. Мы, однако, люди послухмяные, мы служим Конституции незалежной державы. Я голосовал за первые два раздела. В одном из разделов написано черным по белому, что державные органы Республики Беларусь дзейнічаюць публично, что громадство повинно ведать про дзейнасць державных органов, и яны подсправаздачныя народу. Ці выконваецца гэта сёння, скажем так, ці не? Нет! Мы читаем у Конституции Республики Беларусь. Республика Беларусь незалежная, унитарная, суверенная держава. Ці выконваюць уладу до конца гэта положение, так ці не? Мы читаем у Конституции Республики Беларусь, артикул 57, частка 1. Оборона Республики Беларусь обов'язок і священний долг кожного громадянина Республики Беларусь. Ці боронять нас належним чином, скажите так чи не? Мы обороним Конституцию, обороним нашу незалежность, обороним наш суверенитет. Так чи не? Закончу словами, які написав наш неумиручий пророк Янка Купала. Живе Беларусь! Живе! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь!
Живе Беларусь! Живе Беларусь! Дорогі сябри, а зараз слово має чоловік, який з тих же самих часов створав організації військовців, які обороняли незалежність Білорусі. Чоловік, який організовував і узначалював парад за незалежність. Чоловік, який організовував прийняття присяги для незалежності Білорусі. А так само той чоловік, який шмат годов провів у турмах, в Аутиску, у голодовках для Білорусі. Лідер вуличних протестів у Білорусі Микола Статкевич! Дякую, пане. Дякую, Савру. Савру, над нашою країною нависла погроза анексії. Країна, коли сутикається значно більш моцним ворогом, має шанс вистояти тільки тоді, коли вона гуртується і об'єднується. Коли країна перетворяється у крепость. Самая великая небезпека сдачи этой крепости – это здрада. И самая страшная здрада, коли здрадник – комендант крепости, коли он везе таемные перемовы, кам за гроши сдать крепость. Тогда одиное уратование, один шанец уратовать эту крепость – это повесь здрадника на городских воротах, в Нахшне. Шановні сябри, об'єднати білорусів зараз може тільки одно – переміни. Переміни до ліпшого, до нормального життя в нормальній, незалежній, вольній країні. Зараз подавляюча більшість білорусів хоче перемінів, хоче, щоб ця влада зійшла. Ми тільки тоді здолеємо уратовать нашу країну, коли ми об'єднаємося більшістю. Тие, хто за ліпше життя, тие, хто за те, як Лукашенко зійшов, тие, хто за незалежність. Сябри, як Білорусь жила, ми повинні відхилити злодія, здрадника і забойцю від влади. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Дорогі сябри, зараз перед вами виступить керівник партії Білоруського народного фронту Ригор Костусов. Уважаемые сябры, позвольте усім нам напередодні Нового года, напередодні колядов пожелать моцного здоров'я, пожелать моці у боротьбі за незалежність нашої країни, пожелать наших успехов у 2020 году. Бо 2020 год – это год стагоддя Слуцького збройного чину. Амаль 100 год тому назад наші предки узялись на оборону незалежності нашої країни. І сьогодні ми при необхідності повинні повторити їх подвиг. Ми повинні бути готові обороняти нашу незалежність, наш суверенітет до останнього. Коли спотребиться, то ми повинні готові і взяти зброю у руки, щоб оборонитися від навали з сходу. Ми повинні бути готові до всього. Сьогодні існує погроза нашої незалежності, сьогодні існує погроза продажі нашим білоруським керівництвом, так званим, нашого суверенітету. Але ми тут. І я думаю, що в наступному році нас буде у сотні, у тисячі більше, у тисячі раз більше, ніж сьогодні ми тут.
нас будуть сотні тисяч, нас будуть мільйони. І ми оборонимо нашу країну. Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Так, дорогі керівники партії, коли ласка, просимо підходити сюди. Наші спікери, коли ласка, підходьте сюди. У нас у плані є ще кілька співів. І рихтуємося рухатися. Неузабаві після мітингу ми пойдемо по вулицях нашого Мінську. Зараз перед вами виступить один з керівників консервативно-християнської партії БНФ, один з лідерів оборони Куропатов, чоловік, який створив своїми руками народний меморіал у Куропатах, Олесь Чахольський. Шановні сябри, я ще раз скажу, що ми дійничаємо законно, згідно артикула 57 Конституції Республіки Білорусь. Оборона Білорусі є священний долг і обов'язок кожного громадянина Республіки Білорусь. Ті, хто діє супроти нас, той, хто складає протоколи, садять людей на сутки, уже звістив злочинством по артикулу Кримінального кодексу за здраду родине, здраду державе. Это от 10 до 20 годов со штрафом або без штрафа. Тому я мушу попередити тих людей, які в погонах, які займають відказне становище, відказні посади, що переслід людей, які оборонять нашу країну, незалежність нашої країни, ненавито так буде каратися. Недовго зосталося. Думайте, бо потім не кажіть, що вам треба було кормити ваші сім'ї, а тим людям, що тут стоять, що сидять, не треба кормити сім'ї, не треба. Так, от так. І не чекайте потім, як кажуть, літості. Тому що зараз у вас є вибір. Чи виконувати загади, як виконує загади Павліченка, по загадах Шеймана, Сівакових і так далі. Чи у вас є вибір, як кажуть, включити мозги і стати побач з народом. Тому що канає эта Російська імперія, розвалюється, у них йдуть так само процеси розвала. Сканає вона. Що це ми хутко бачимо. Але ми з вами повинні гуртуватися, створити групи народного супротиву по всій Білорусі, координувати свою діяльність. Запам'ятайте, активна меншість буде завжди вирішати, а пасивна більшість чекати. Тому ми з вами активні люди. І не глядите, що нас кажуть там 1000, 2, 10, 100. На сотни, миллионы, которые подтримливают нас и в душе, и в сердце, але пока что боятся. Тому, люди дорогие, наша вся задача сделать так, как люди этого не боялись. Да мы бороним свое. 30 костричника 1988 года у Куропатов был поднятый 11 стяги от этих святых наших червоно-белых. Ми з вами 22 листопада у Вільні бачили націю, 1000 стягов, самоорганізовану, дисципліновану європейську націю. Ми з вами європейці, а не ця орда. Тому наш шлях у цивілізований світ, а не у світ темряви. І ми з вами це намагання повинні прикласти. Живе Білорусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! І тепер ще об'ява. Завтра, 21-го, о 14 ми протягнемо цей мітинг. Закликайте сябрів. Нас повинно бути ще більше. Ми не здадим Беларусь. А як і казали попередні наші виступовці, то ми, коли ласка, коли полезуть, то зустрінемо кулей. Живе Беларусь!
Мітинг на Кастричницькій площі у 14 годин. Всіх запрошую, протягуємо нашу оборону. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Сябры, яшчэ некалькі выступаў, спевы, і я хочу зараз даць слова мужнай дзяўчыне, якая падчас шматлікіх пратэстаў у Менску упоравень з мужчынамі станавілася для того, каб абараняць незалежнасць. Сустаршыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Вольга Кавалькова. Прывітанне ўсім, вы можете похлопаць. Я похлопаю сёння кожнаму з тых, хто сёння прысутнічае на гэтай плошчы. І дзякую вам усім за тое, што вы маеце мужнасць выходзіць змагацца за нашу свабоду. Дзякую усім! Сёння мы выйшлі і змагаемся за суверэнітэт і незалежнасць дзеля нас самих, дзеля гэтых людзей, якія сёння сочаць за намі, дзеля людзей, якія працуюць у гэтых будынках, бо калі наша краіна будзе незалежнай, мы ўсе будзем жыць лепш. Гістарычна так склалася, што ніколі мы не сябравалі з Расіяй, мы заўжды з імі змагаемся за нашу незалежнасць. Ніколі нам танна, мы не здабывалі гэту незалежнасць танна, але мы павінны казаць сёння, што мы выступаем за незалежнасць. Згодна артыкулу 3 Конституцыі, носьбітам суверэнітэта з'яўляецца беларускі народ. Беларускі народ сёння не абірае ўладу. Той чалавек, які 20 гадоў гандлюе суверэнітэтам Беларусі, не абраны беларускім народам. Мы яго не абіралі. І мы павінны сёння казаць, што мы выступаем супраць інтэграцыі з Расіяй. Але мы выступаем за добрыя стасункі з усімі суседнімі краінамі, з якімі мы мяжуем. Мы выступаем за тое, каб Расія таксама была вольнай краінай, каб там таксама не панавала дыктатура. Мы выступаем за тое, каб у Беларусі не было дыктатуры. Каб усе мы маглі сябраваць, маглі гандляваць, але каб нас не захоплівалі. Таму што я асабіста супраць інтэграцыі з Расіяй, таму што мы бачым гістарычна Прыднестроўе, Грузія, Абхазія, Украіна. Гэта краіны, з якімі Расія вядзе агрэсіўную палітыку, якая воюе з странамі, соседзямі. Я асабіста не хачу, каб Беларусь сябравала і мела інтэграцыю з Расіяй. І сённяшнія ўсе перамовы, дарожныя мапы, перамовы з Пуціным, гэта ўсё нелегітымны працэс. І беларускі народ павінен сёння казаць, што мы супраць інтэграцыі з Расіяй. І гэта можа зрабіць кожны. Сёння тыя людзі, якія мужныя выйшлі на гэту плошчу, гэта крок. Але кожны, хто сёння бачыць нас праз экраны, можа зрабіць таксама свой унёсак. Крэатыўныя акцыі, сацыяльныя сеткі, выказвайце сваё меркаванне. Улады Беларусі і Расіі павінны бачыць, колькі нас, колькі тых людзей, які выступаюць за незалежнасць. І давайте мы ім гучна скажем: незалежнасць! 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 Дякую, і ми обов'язково переможемо і диктатуру, і Росію, будемо вольним народом. Білоруський народ заслуговує бути вольним народом. Дякую всім поспіху і доброго настрою. Не грійтеся на надвор'ї. Усім не працює, так? Працює. Жадаю всім доброго настрою і нехай Новий год принесе нашій країні нового президента і свободу, слово, право. Бо сьогодні на гэтым мітингу ми нічого не
порушаем. Конституция дает нам право выказывать свое меркование. И мы сегодня его выказываем дзеля тых, хто нас глядит, и дзеля белорусской улады, яка так само повинна ведать, что мы супраць интеграции с Россией, и мы супраць подписания домовов, мапов и інших перемог. Дякую всем и доброго настрою. Живи Беларусь! Живе 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 Беларусь! Дорогие белорусы, а зараз перед вами выступить удзельнік практычна усіх масавых акцыяў, арганізатар шматтысячных маршаў і шэсцяў у абарону незалежнасці і свабоды ў Беларусі. Чалавек, які шмат адбыў у турмах, які шмат галадаваў за Беларусь. Чалавек, які стварыў рух салідарнасці разам. Вячеслав Сивчик! Живи Беларусь! Живе! Живи Беларусь! Живе! Живи Беларусь! Живе! Шановні сябры, шановне господарство, перше, великий вам дякуй, що я бачу так шмат белорусских тваров перед собою. Ви даєте сподів тим мільйонам белорусам, які хочуть жити в нормальній європейській країні. Дякую вам. Я только сегодня вернулся в Минск. Я был в Вильне, я был в Варшаве, я был на акции «Падтрымку беларусаў і Беларусі» в Кракове, на этой же акции во Львове. И вчера была акция в Киеве. Белорусы этих краинов, литовцы, поляки, украинцы передают вам самые лепшие слова. И они солидарны с вами. За вами! За вами, за вашими справедливыми потребованиями стоят десятки миллионов жихаров країн Европы, які чудовно ведают, что такое имперская Россия, которые не забылись про миллионы своих предков, які знішалися по загадах Москвы. Разом мы обов'язково переможем, потому что то и нелюдство, то, что приносит белорусам куропаты, то, что приносило массовые репрессии, не может повториться. А мы люди, и люди завсёды мацнее нелюди. Тому буде білоруська перемога. Треба вірити в себе, треба вірити в Білорусь, треба вірити в білоруську перемогу. Але боротьба буде тяжкою, тому що ви ведаєте, що сьогодні так само этих два страшных, уже старых человека знов что-то нам подписали. И ничего доброго это нам не принесет. Тому, белорусы, рыхтуйтесь до борьбы, рыхтуйтесь до того, что требуется страйками, рыхтуйтесь до громадянской кампании, ни в одной белорусской копейки путинской херы. Мы пока змагаемся мирными методами. Наш шлях покой – это борьба на улицах, и треба поднимать людей. Але самое главное, то, что я сказал, когда выступал за Межи. Мы Беларусь не отдадим. Это наша краина. И мы не дадим ее. И мы не дадим ее. Не Путину. Ганьба Путину. Не России! Не России! Не Лукашенко! Ганьба Лукашенко! Тому, шановні, Беларусь – это святое. Ратуем незалежность нашей отчины, она обязана это сделать.
буде нормальна європейська країна, за яку я давав своє життя, і наш великий герой Костюсь Калиновский, и поколение за поколением белорусских националистов. Тому, милые мои люди, верим в Беларусь, верим в нашу перемогу, будем мужные и не будем поддаваться на все их провокации. Збираем людей. Завтра о 14 годині площа Калиновского. Треба знов сказати всьому світу, що ми категорично супроть всіляких союзів з Росією. Тому що білоруси розуміють, союз з Росією – це війна і галеча. Не галечи, не в війні, не Росії. І нас підтримають білоруський народ. Бо кільки можна терпіти цей пригон, який нас всіх загнали. Підтримають інші народи Європи. І ми переможемо. І при цій перемозі, вже закінчуючи, я не можу забути про тих людей, які стояли поруч зі мною 7 і 8 січня і так само виступали перед вами. На закінчення давайте на інфранові, давайте разом запатрулюємо от тих людей, які такі боязливі, що кидають білоруських патріотів за клати. Бо патріоти Білорусі обороняють нашу отчину, нашу святую Білорусь. Запатрулюємо людям, які виступали перед вами з свободи. Євген Афнагілов! Свободу! Максу Венерському! Свободу! Денису Урбановичу! Свободу! Свободу белорусским патриотам! Свободу! Свободу Беларуси! Свободу! Люди Беларуси! Беларусь перед усім! Беларусь это святое! Я верю в вас! Я верю в Бога! Я верю в Беларусь! Я верю в белорусскую перемогу! Так давайте переможем! Живи Беларусь! 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 Это наша имперская Москва! Европейский Брюссель! Все столицы света! Беларусь – незалежная країна! І так буде! Живи Беларусь! Дорогі сябри, перед тим, як ми пойдемо, я прошу вас достати ось такі папери з текстами білоруських національних гімнів. У кого вони є, покажіть. Подниміть, коли ласка. Ось ми бачимо. Зараз ми з вами виконаємо той гімн, який гучав 100 років тому при народженні Білоруської Народної Республіки. Вояцкий марш. Коли ласка, глядите, подрихтуйтеся. Коли нема текста у сусідів, і поспробуємо співати разом. Тому що нація повинна співати. Народ мусить співати. Навіть військо на марші обов'язково співає. Живи Білорусь! Живе! Живи Білорусь! Живе! Живи Білорусь! Живе! Вояцкий марш! Мы выйдем ширными родами на вольный родный свой простор. Хай воля вечно будет с нами, а гвалту мы дамо отпор. Нехай живе могутный, смелый наш белорусский вольный дух, что надар наш бел, червоно-белый, покрой собой народный рух, на бой за счастье и за волю, народу славного своего. Браты, терпели мы довольны,
усе до одного, ім'я і силу Білоруса нехай почує, бачить той, хто сміє нам нести примуси і першим виключа на бой. Брати, до щастя ми підходим, хай гром гримить яще мацней, в кривавих муках ми народим життя республіки своєї, життя республіки своєї. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Дорогие собры, мы идем улицами Менску, улицей Немига, улицей Зибицкой, назад на Костричницьку, каб стати ланцюгом со стягами. І зараз ми йдемо гукаючи, каб нас чули всі. Ми кличемо усіх: долучайся! 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 Просим з всіх городов, просим плакати наперед і рушим мимо Червоного костюма. Живе Білорусь! 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 Привет, Аня. Как, нормально все? Так, супер, людей больше, чем сьомага. Да, завтра еще продолжение в 2 часа. Ось. До речі, ми были збентежені, куди ти зник. Я просто ушел на дно, чтобы сюда прийти. Это правильно, вот это правильно. Иначе меня искали, меня бы нашли. Я бы сюда не попал. Было бы их на сход вот снегцы. Женю Афнагеля и Максима Винярского кинули. Они будут встречать Новый год в ВВС, им дали по 15 суток. Вот так. Ну что, мы пойдем дальше, пойдем шествием через... Мистер, вас можно привитать? Конечно, можно. Я ваш подписал. Можно. Ну что, пойдем шествием по-тихому. Пишет, что где-то 5000 человек, а ты как оцениваешь, Олесь? Сколько тут? 5000 есть? Ну, 1000 докладно есть. Ну, 1000 это понятно. Я думаю, что 2-3. Ну, 3000, я думаю, есть. Будет. Это с трибуны. Ну, несколько тысяч. А завтра в 2 часа. Как думаешь, сколько соберется? Завтра? Да. Больше или меньше? Або столько, чтобы больше, або меньше. Вот, Три будем смотреть. Я даю. Хитрый ты, однако. Итак, мы идем сейчас шествием через Емигу, через Зыбицкую, обратно на Октябрьскую площадь, туда, где мы были, там, где елка, откуда мы начинали. Пройдем шествием. Людей, как видите, гораздо больше, чем было 7-8. Раза в 2, я думаю, точно больше. А это Костюша, кажется, я за понеделок буду. Каже, пусть кто принесет. Я не знаю, кого можно принести. Я кажу, незалежность важнее. Позвонил на банк, мне заблокировали.
Так. Поднимемся наверх, чтобы лучше было видно, лучше оценить масштабы. Вот, смотрите, идет толпа. Настрой добрый. Нормально. Посмотрим, что завтра будет. Люди послезавтра хотят приходить. Сегодня очень неудачное время, когда люди с работы возвращаются. Пятница вечер. Люди уже закончили работу, в принципе. Не, я понимаю, просто 6 часов в такое время и в таком месте. Можно еще прийти. Там, где утренник. Которые заканчивают работу, могут еще прийти. Посмотрим завтра, что будет. Блин, люди не понимают, что задержат именно активистов и организаторов максимум. Кстати говоря, людей не еще до того, как, причем не всех активистов, а только самых, как говорится, яростных. Самые такие активные. Да, людей, вот Афнагеля, Винярского взяли, потому что... я и говорю, нужно, да, потому что... Нужно самоорганизовываться и самим делать, использовать те или иные акции в своих целях. Я имею в виду, приходить на них и так далее. А не сидеть дома. Еще акция не закончилась, мы сейчас идем шествием. Ладно. Да, это наши ребята. Встретились тут, когда пришли, они привезли тоже флаг Порше. Да, надо будет потом говорить с ними. Полоцка. Круто. Это надо было Круткину дать. Он великий представитель Полоцка, поэт и блогер, который был несправедливо наказан. По-моему, пару тысяч есть, да? Ну, как, да, больше. Точно ну, больше, пишут, что 5000 некоторые, до 5000 может быть. Перебор, но все же, да, я думаю, что не 5 не будет. Я думаю, что 5 не будет, но... Здорово. Привет. Тоже за незалежность, да? Да, не да, либертарианцы за незалежность. А где раньше был? Не, я имею в виду 8 у меня отпуск. Ну да. Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Я представляю, сколько килограммов. Так, колонна поворачивает. Там уже голова колонны поворачивает, вон там. Сейчас колонна движется в сторону Немиги, Зыбецкой, чтобы потом обратно вернуться на Октябрьскую. Митинг начался на Октябрьской, потом перешли на площадь Независимости, а сейчас движемся
в сторону Немиги-Сыпицкой. Да, Евсень Вятка, я знаю, что в Пинске было. Сколько там человек примерно вышло? Вот, смотрите-ка, там на фоне Пищаловский замок. Кстати, сколько смотрит? 202, очень мало. В прошлый раз было намного. Конечно, этот раз где-то больше 150, 250 не поднималось. Очень-очень-очень мало, никому не интересно. Интерес к митингу в разы меньше, чем в прошлый раз. Да, польское посольство. Нет, тут не только польское. Словацкое еще. Прикольно, как Крахмала, кстати, на БТ показывали, прикинь. Он там выступал? Да. И что он там типа говорил? как в роли эксперта был. А, в роли эксперта. Крахмала на БТ в роли эксперта. Вазелин. Вазелин. Намазали вазелин. Российский чувачок, который в этом Смоленске работает на БТ. Это реально вот круто. Как и Дерман позвали еще тогда на УНТ выступал. Беларусь! Живе! Беларусь! Живе! Беларусь! Вот, часть колонны идет по одной стороне, другая часть идет по этой. Беларусь! Тебе код зашифроваться. За меня не беспокойся. Живе! Беларусь! У меня, если что, с собой есть пакет зефира, шоколад, пачка сигарет. Я когда выходил, я готовился, что могу запросто попасть в ВВС, так что планировал отмечать с Женей и с Максимом Новый год. Пока что вроде ничего. Случайно, что ли, Урбановича закрыли. Пока я не знаю, сколько ему дали там суток, Денису. Незалежность! 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 Заранее согласовывали, что должно быть и как все вести. Правильно сделали, кстати говоря. И флаги, все остальное. Так что сегодня все подготовлено лучше. Намного лучше. Да. И флагов есть. И в принципе, не подкопаешься. В принципе, это можно взять за образец для остальных акций. То есть уже договорились в таком же формате провозить. Вот это я понимаю акция, да? Не то, что как у этих российских сил. Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Нужно бы найти, дать ему флаг как раз. Незалежность! Спасибо, Рейни, за донат. Незалежность!
Живе Беларусь! 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 И наш поэт Адам Мицкевич там писал на польском, но про наш край. Так, часть колонны, вот остальная там идет, которая перешла на другую сторону улицы. Там вон идут. Сейчас соединятся все. Тысячи, 2, 3, не меньше человек. Если кто-то спрашивает, сколько идет примерно. Значит, работа может подустать. Вера можем! Веры можем! Вера можем! Веры можем! Вера можем! Веры можем! Вера можем! Веры можем! Вера можем! Так, вот мы выходим к Немиге. Вот, люди достают плакаты, флаги, скандируют «Незалежность». Чтобы еще больше людей, белорусов, услышало про эту акцию. Коту надо флаг, когда его не потеряешь. Беларусь! Живе 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 Беларусь! Веры можем! Вера можем! Веры можем! Вера можем! Веры можем! Вера можем! Веры можем! Вера можем! Улучшайся! 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 Никаких союзов с имперской Россией! 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 Беларусь!
Да, колонна остановилась, наверное, ожидают, пока другие подтянутся. Да, колонна снова двинулась вперед. Ні країні агресору! 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 Приветствую. Это обязательно. Беларусь! Я через тебя с ним обращусь, можно? Конечно. Друзья, у меня села батарея, поэтому стрим оборвался по чисто техническим причинам. Напишите на моем канале, чтобы народ не волновался. Все, спасибо. Да, Николай попросил сейчас передать там привет всех, предупредить своих подписчиков. У него все нормально, просто батарея села. Живе! 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 Вера! Можем! Я баню исключительно мудаков.
мобильной версии YouTube вообще ничего нельзя писать, можно только говорить. Вот здесь уже конец колонны, там остатки проходят, большая часть уже прошла, пойдем догонять снова голову колонны. Колонна сейчас идет по Немиге, потом через Ибицкую и в сторону, а снова в сторону Костричницкой. Так. Присоединяйтесь, кто в Минске. Слушай, Томас Батура, мало ли что пишет. Ты же видишь, что стрим идет. Я уже больше, чем 1,5 часа стрим веду. Я просто залег на дно, чтобы меня не нашли. Спроси у тех, кто не ставит, Александр Левкович. Тут несколько человек с колонками, и у всех разная музыка играет. Колонна длинная, я не знаю даже, сколько человек с колонками. Да, завтра еще в 2 часа будет снова акция. Продолжение. Люди завтра будут собираться там же, где и сегодня, на Октябрьской, Костричницкой, она же площадь Калиновского, в 14 часов по минскому времени.
Предателей необходимо обязательно заснять, потому что уже режим шатается, скоро им придется отвечать, почему они выступали против суверенитета Беларуси, почему они выполняли преступные приказы. Они должны были, если им начальники приказали такие приказы, должны были что-то сделать против начальников, арестовать их, либо заявить о том, что тут такие приказы, уволиться, по крайней мере, но ни в коем случае не выполнять преступных приказов. Чего? А. Так вот, колонна идет по низу и поворачивает вот там. Там уже колонна поворачивает туда. Или нет, или дальше спускаются. Здесь плохо видно, сейчас мы пройдем. Что? На свой запись можешь смотреть. А, ты смотришь стрим? Окей, хорошо. Нет, колонна пошла прямо, я вижу, по мосту. Так, а вон они куда-то туда спускаются. Кто-то идет прямо, а остальные вот сюда спускаются. И сейчас была вот такая зыбицкая. Не знаю. Кто их ведает? У них есть отдельный котел. Так а что ты меня об этом спрашиваешь? Я об этом вообще ничего не знаю. Я просто спрятался, потом приехал сюда и в стрим начал, все. Да. Ну, не знаю. Я ж не читал. Я ж был выключен в это время. Это менты, скорее всего, пустили утку какую-то, чтобы меня найти. Я залег на дно. Шерифот лепший, живе Білорусь. Живе! Всім привітання, всім підписантам, всім глядачам. Живе Білорусь. Живе. Ах, Дениса закрыли. Ну, так. А сколько ему дали суток? 15 суток. Тоже 15 суток? Как? Числа, да, його всі Понятно. будуть випускати другого Надо числа. будет приехать обязательно. Да, другого числа його будуть в 10 годин випускати. Затримали его недели 6 годин, как он выходил на Значит, трассе. самым первым Винярского, по-моему, в 12 часов будет чем-то выпускать, а Фнагеля в 13:10. Всем караулю треба окрестить. Да. С утра надо будет подъезжать после Нового года всем. Ну и так само, хто може, у кого є можливість, пишіть листы, пишите поштовки. Да, вот акция идет по Зыбецкой. Да, мало того, что они не защищают суверенитет, что это предатели, так они еще кинули патриотов. Да, лидеров. Да, на Новый год, чтобы провести Новый год там, ВВС. Анально. Живе!
Так, колонна, я вижу, немножко уменьшается и рассеивается. Но впереди там еще люди далеко вышли вперед. Мы просто не в начале колонны. Так людей еще вполне достаточно. Сзади тоже еще достаточное количество людей. Колонна растянулась. Сейчас просторная большая улица. Идите сюда. Вот, колонна еще идет, и впереди, сзади, мы сейчас в самой гуще фактически колонны, там вон идут люди с плакатами, несут большой плакат. Пойдем к началу колонны. Голова колонны уже поднимается там наверх. Живе! З людьми усталюєш контакт. Розумієш ти, що і сьогодні, і вчора наше місце не трохи так. Ти не чекай, сюрпризів не буде. Ти не чекай, ти не чекай. Не було. Не было Вот колонна поворачивает. Щоб любить Беларусь, нашу милую мову, треба у розликах побивати. Зрозумієш, що ти під твоїми ногами прислони нерухомо стоять. А тут много. Так. На обратно на Кострическую, как ты видишь. Ну так, ніяк.
Машины сигналят нам. Люди поддерживают. Вот мы уже подходим, пришли уже фактически на место назначения. Рай-кафе. Вот, и там типа, блин, они все косвенно, в принципе, некоторые, в принципе, мы оттуда копируем. Ну, вайны раньше вообще, типа, как будто как копирку сделала, просто среди сена какой-то такой резортный гид. Все. Вот уже часть колонны там на площади останавливается. Мы еще только подходим к переходу. Люди уже там собрались, вот стоят на той стороне. Так, кто-то сбил подставку с камерой. Это наша краина! Смотрите, колонна растянулась и еще идет вот там в конце. Еще по улице люди идут, только вот хвост колонны сюда приходит. А в это время здесь уже вон толпа собирается. А зараз ми так само чули. Живе Білорусь! Живе Білорусь! Живе Білорусь! Пляскаем! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Ярокот, привет! Привет! Приветствую. Чекаємо, поки люди підходять со світлофора, сябри. І гукаємо. Не залежність! Не залежність! Не залежність!
ніяких союзів з імперською Росією! 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 Інтеграція! Путін! Медведєв! Лукашенко! Ермошина! Беларусь! 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 Пляской мулатки живе! Беларусь! 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 Люди підходять і підходяться, ми чекаємо тих, хто ще підходить з Зибінської. І зараз потиху починаємо рухатися у бок Костричницької. У кого є стяги, у кого є плакати, дорогі сябри, підрихтуйте. Ми хочемо, щоб проспект Незалежності на один вечір, сьогодні, 20 снежня, став червоно-білим, щоб на ним лунали стяги наших городов, щоб тим, хто проїжджає по проспекті з праці до хати, було бачно, що ми потребуємо, щоб Білорусь була вольна и незалежной. Незалежность! 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 Живе Беларусь! 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 Беларусь! Вот, колонна идет дальше. Сябры, як нас не полохали, як не выступали штатные пропагандисты. Мы сегодня вольно собрались, спокойно прошли по улицах Менску и сказали всему свету: живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Мы с вами обуджаем белорусский народ. Мы показываем им, что бояться не треба. Давайте скажем гучно гэтые словы, якія у Библии повторяются 365 разов. Не бойтеся! Не бойтеся! Не бойтеся! Не было Сальвадора Дали. Живе! 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 Беларусь! 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 Живе! Беларусь!
Люди расходятся по всей площади с флагами, в национальных костюмах, там женщины были. Вот, тут журналисты сверху стоят. Привітання. Живе! Живе! Что? Вообще-то даже Аршанская весна разыскивает, и Да. остальное. Так пускай дальше разыскивают. Скажи, что же Так они, я же стрим видел, уже все давно никто не разыскивает. Это какая-то херня. Да, сейчас должна пройти живая цепь, мы помним это. Сейчас люди будут растягиваться в живую цепь в конце акции. Митинг против союза с Россией. Никаких союзов с Россией быть не может. Да, сейчас будет живой отцов. Откуда сейчас идем? Не знаю, все будет растягиваться, я так понимаю, как-то, да, наверное, от почтамта до цирка, скорее всего. Или, может, прям до сюда. Просто люди будут распределяться, чтобы тоньше было. Цепь. Да, будет живая цепь в конце. Ну вот, кто-то написал, что 4200 на пике было человек. За независимость. Один человек за союз с Россией вышел на митинг, а все остальные на диванах. Это кто? Ну, какой-то ватник, который заявил, наверное. Ну, показывали, пустая площадь. То есть он сам пришел, сфотографировал. Нет, там только были журналисты, там никого не было. Так, сейчас люди будут растягиваться в живую цепь. Так. Ты, конечно, умный человек. А то, что народ ничего не видит, что вы про это скажете? Сколько людей на митинге? Ну, сейчас, не знаю, меньше
больше, наверное, уже говорили. Кто-то на пике, что около 4200, что-то такое. Сейчас 1200, может быть. Уже ответили на вопрос, сколько людей на митинге. А сколько наших приехало? Ну, мы только вдвоем с тобой. Да, и все? Да, это самое, Полоцкая 2 человека, Витебская, ее, Осорши, вот мы 2. Еще видел Ворша живет, он сказал, что у него квартира в Минске. Виктор такой, юрист. Да, а где же все остальные? Человек 50, наша демократическая тусовка. Где же они все? Почему все никто не Ворши остались. Помнишь, я тебе говорил, что до тебя я больше у всех сюда есть. Вот, сейчас ты частей стал ездить, больше никто не в основном не ездит. К сожалению. На день воли человека 3 у другие годы ездили, и на этом все. Надо думать об организации у нас. Ты где сейчас, в партии БНР? Да, формально состою. Ну, это самое, когда ты в них там состоишь, питание можно поднять. Я же раньше тоже был в БНР. Нет, так я не участвую в никаких партийных этих, я просто блогер, это как бы формально было. Гляди, потому что... У меня с ними связь минимальная. Ворши, я чего в Минске стал... Ясно, я чего в Минске стал ездить. Ворши, мутное болото, которое никто ничего... Но я езжу, потому что я блогер, мне надо освещать мероприятия разные. А я потому что в Ворши ничего там... Вот, просто надо мутить по регионам. Вот Пинск сегодня тоже было. Я уже думал о том, что провести у нас, но пока что... И люди приехали из Пинска, с ассоциацией Пинска. Да, пока отклика большого нет. Так, сейчас будет в цепь расцепиваться, я так понимаю, живая цепь будет. Да. Акция будет заканчиваться живой цепью. Будет вдоль проспекта расти. Нас, мы в конце концов встанем, будем тебя чекать, если ты понял. Идет прямая трансляция, если что. Лишнего ничего пока не говорим. Хорошо. Чекай, чтобы не остался один. Пользуясь... Снимаешь? Да. Давай снимай. Витя. Пользуясь случаем, хочу передать привет Александру Григорьевичу Лукашенко. Лети ты уже сразу с Питера куда-нибудь там в российский регион. Там и оставайся. А еще привет повару Александра Григорьевича. Товарищ повар, спаси Беларусь. Молодец. Незалежность! 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 Я себя не сдамаю, не хочу, чтобы под штрафы попасть, поэтому сворачиваюсь. Кому надо, тот знает. Понятно.
Вчера был суд, никто даже не присутствовал, я даже не знаю, сколько там дали. И 30 будет декабря еще один, 5-й, наверное. Незалежность! 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 То не повод, по поводу повара, что человек сказал о том, что повар Лукашенко, чтобы услышал, скажем так, и помог, подсыпал что-нибудь. Живе! Живе! Так, народ идет куда-то, памятнику Купали почему-то вдруг. Да. Почему-то вдруг непонятно. Купалы идут. А почему они туда идут, непонятно. Часть вон там снаружи остается, часть туда заходит. Да, сейчас. Может, чтобы не мешать, сейчас будет растягиваться. Но сейчас должно все закончиться цепочкой. Нет, вон впереди идет Ой, извиняюсь. На закінченні вже сьогоднішнього дня нагадую. Завтра о 14 годині по заклику депутатів Незалежності площа Калиновського о 14 годині. Приходьте, коли ласка, запрошайте сябров. Будьте вольный микрофон, потому что сегодня мало кто поспел выступить. Погроза! Погроза! Над нашей айчиной не поменьшилась, потому что есть Путин и есть Лукашенко. И только вы, люди, можете оборонить Беларусь. Медведеву! Нет! России! Нет! Беларуси! Да! Беларуси! Да! Беларуси! Да! Живи Беларусь! Живи! І ще йдуть, ще кришку почекаємо. Я розумію, що ви всі стомилися, і що справді був добрий для Білорусі день. І ще раз вам вельми великий дякую. Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! А теперь разом самая головная коштовность для нас всех. Незалежность! 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 Незалежность!
Беларусь гэта святое. Я веру в тое, што наш народ будзе жыць в нормальной европейской державе, где кожный громадянин Республики Беларусь. Евгению Афнагелю! Свободу! Максу Винярскому! Свободу! Денису Урбановичу! Свободу! Беларуси! Свободу! Беларуси! Свободу! Беларуси! Свободу! Живе Беларусь! 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 О 9 гадзіне у нас запланаванае завершэнне нашай акцыі, дарагія сябры. І завершыць, я думаю, будзе лагічна нашим нацыянальным духоўным гімнам. Тым спевам, які накіраваны скрозь стагоддзі, скрозь сусветы з нашага беларускага сэрца. Магутны Божа. У каго ёсць раздрукаваныя аркушы са спевамі, калі ласка, паглядзіце, спел «Могутный Боже». Могутный Боже, владар всего светов, великих солнцев и сердц малых над Беларусей тихо и ветлой росы промени своей хвалы. Дай спору працы буденной шерой на хлеб, что дённый народный край. Повагу, силу и величь веры у нашу правду пришлась дай. Даю радливость житнёвым нивам, учинкам нашим пошли в молот. Зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Зраби свободной, зраби счастливой краину нашу и наш народ. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! 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 Дякую, сябры! Дякую, великі! Мы разыходзімся зараз, і мы памятаем, што заўтра о 14 гадзіне дэпутаты незалежнасці заклікалі нас на плошчу Каліноўскага. Дэпутаты незалежнасці заўтра будуць там. І мы зноўку скажам тое, што мы казалі сёння. Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй! Ніякіх саюзаў з імперскай Расіяй! Ніяких союзов з імперською Росією! Ніяких союзов з імперською Росією! Ніяких союзов з імперською Росією! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Дякую, великий Беларусь! Хто не захоча взяць з сабой у якасці падарунка сцяг з гербам беларускага горада, можна зараз паднесці будзе сюды.
Тое ж самае можна будзе запытацца адносна начоўкі. Ці ёсць сярод тут прысутных тыя, каму трэба пераначаваць, і ён яшчэ не атрымаў такой дапамогі. Ёсць такія людзі, так? Ці ёсць тыя, хто гатовы прадаставіць начоўку на одну ноч да заўтра? Калі ласка, падыдзіце сюды да мяне, мы пастараемся вас скантактаваць. Дзякую яшчэ раз вам усім. Добрага вам сёння вечара. Жыве Беларусь! Калі раптам, сябры, у вас узнікнуць праблемы з праваахоўчымі органамі, звяртайцеся да мяне, калі не я буду сидзець, моя жоначка адкажа. Калі хтосьці з партыйных лідараў накіруе вас да праваабаронцаў на вясну, звяртайцеся, ніхто не застанецца без дапамогі. Не маўчыце і не бойцеся. Не бойцеся! Не бойцеся! Не бойцеся! Не бойцеся! Не бойцеся! Не бойцеся! Все, дякую. У кого ёсць нейкія пытанні гаспадарства, у кого ёсць патрэбы, калі ласка, Паша, дякую за свята! Понятно. А ланцуг? Набыть? Не будет? Не будет? Это если бы сюда не тормознули, понятно. Ну да. Итак, на этом тогда мы заканчиваем стрим. Большое всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте репостить. Завтра 14 часов по минскому времени снова будет на Костричной площади. Будет митинг. Вот. Так что присоединяйтесь, приходите. Кто не может, смотрите стримы. На этом мы заканчиваем.